В Межгинском районе Сыктывкара прошло торжественное открытие 21-х республиканских соревнований «Школа безопасности». Их задача – популяризация здорового образа жизни, формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества и подготовка к правильным действиям в экстренных ситуациях. О том, что ждет юных спасателей, расскажет Дарья Вологжанина. Надеть на скорость пожарный бушлат, присоединить рукав к пожарному стволу, преодолеть забор и бум. Все как в настоящем пожарно-прикладном спорте. Эти испытания сегодня приходится проходить юным участникам школы безопасности. 8 команд из 5 муниципалитетов приехали побороться за звание лучших и за возможность отправиться на межрегиональные соревнования. На уровне Российской Федерации принята программа патриотического воспитания молодежи, подрастающего поколения в области безопасности и культуры жизнедеятельности. На нас возложены полномочия по воспитанию и обучению подготовки населения, в том числе и по безопасности жизнедеятельности. В рамках данной программы Главное управление участвует во всех проводимых соревнованиях. Является, можно сказать, организаторами данных соревнований. Это и школа безопасности, юный спасатель, юный водник. Соревнования проходят 5 дней – с 28 мая по 1 июня. Первый день соревнований на базе пожарно-спасательной части номер 13. Здесь сотрудники Главного управления МЧС проводят для ребят комбинированную пожарную эстафету. Хрупкие девочки надевают тяжелые бушлаты, а парни с помощью увесистых пожарных рукавов тушат условный пожар. Участники у нас делятся на 2 возрастные группы. Это младшая возрастная группа и старшая. И разные возрастные группы выполняют разные этапы. Больше у нас никаких нету требований. И чтобы ребенок был здоров, смог принимать участие в спортивных состязаниях. Все команды, которые здесь представлены, занимаются какими-то смежными видами спорта. Например, это спортивное ориентирование или спортивный туризм. Соответственно, в своих кружках-секциях они уже занимаются этими кружками и готовятся к данным соревнованиям. Как признаются сами участники соревнований, самый сложный этап – присоединение рукава к пожарному стволу. Здесь нужны не только умение и ловкость, но и везение. Оплошность на этом этапе допускают даже профессионалы. Все участники соревнований очень переживают. Показать свое мастерство придется перед настоящими профессионалами. Каждый этап эстафеты курирует судья, который отмечает ошибки. Одно неверное движение может привести к потере времени, которое здесь очень ценно. Я в группе возрастной 15-16 лет. И я думаю, будет нелегко всем, нашей команде. Я так считаю, мы получим много эмоций от этой школы безопасности. И это самый первый этап, а впереди еще самые сложные будут. Основной этап соревнований пройдет на площадке детского лагеря «Мечта» в Сыктывдинском районе. Здесь ребят ждут соревнования в так называемой визитке, представлении команд, комплексом силовом упражнений и кроссе. А самое интересное – маршрут выживания. Его ребята будут проходить не только на суше, но и в воде. Дарья Вологжанина, Роман Боровиков, телеканал «Юрган».